Алхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин, набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма алимна ма янфауна, ванфа'на бима аллямтана, вазидна ильма. Амма ба'д, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На сегодняшнем уроке я хотел бы вам рассказать о такой важной вещи, над которой мы редко задумываемся. Или же воспринимаем это, как будто так оно должно быть, как бы особых никаких действий я предпринимать не должен. И название этого урока звучит следующим образом: «Наши обязанности относительно сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И это на самом деле очень важная тема, и на самом деле она очень является одной из тех тем, которую ученые упоминают, да, когда пишут про вероубеждение верующего. И вообще выполнять обязанности относительно сподвижников – это является частью нашей религии. Часть нашей религии – уважение, почитание, выполнение, исполнение обязанностей по отношению к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А когда мы говорим часть религии, какой религии? О какой религии речь идет? Конечно же, о религии ислам. И Аллах субханаху ва тааля в Коране во многих местах призывает нас придерживаться ислама, призывает нас придерживаться твердой веры. И Аллах субханаху ва тааля в суре Аль-Имран, 19 аят говорит: «Инна ад-дина инда Аллахи л-ислам». Поистине, истинная религия перед Аллахом – это ислам. Также в суре Аль-Имран, 85 аяте, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Вамай ябтаги гайра л-ислами дина, фалай юкабаля минху, ва хуа фил ахирати миналь хасирин». И тот, кто будет довольствоваться не исламом как религией, то от него не будет принято, и он окажется среди потерпевших убыток. И в третьем аяте Аллах субханаху ва тааля также описывает, что это за религия, частью которой является исполнение обязательств относительно сподвижников. И в суре Маида, 3 аят, Аллах субханаху ва тааля сказал: «Аль-яума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радиту лакум аль-ислама дина». И сегодня я завершил для вас вашу религию и сделал законченной мою милость вам, и стал довольствоваться для вас исламом как религией. И поэтому вот это вот и есть часть религии, которая описывается в Коране этими словами. И Аллах субханаху ва тааля не просто не спаслал религию ислам для людей, да? Аллах субханаху ва тааля избрал из своих рабов самого наилучшего своего раба создания, посланника Аллаха, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вменил ему в обязательство донесения до людей истины, вменил ему в обязательство донесения до людей всех тех поклонений, всех тех дел, которые Аллах субханаху ва тааля обязал их исполнять. И поэтому Аллах субханаху ва тааля говорит: «Я айюхар расулю, баллиг ма унзиля илейка мир раббик». О посланник, доноси же то, что было ниспослано тебе от твоего Господа. То есть доноси до людей, рассказывай людям. То есть пусть они знают все тонкости, все подробности этой религии. Также Аллах субханаху ва тааля про пророка Мухаммада говорит в суре Джум'а: «Хуа аллази ба'атha фил уммиина расулан минхум, ятлу алейхим аятихи». И он, который послал для неграмотных людей, неграмотным людям посланника из числа их самих, который будет читать им его аяты, который будет очищать их души, и который будет и который будет обучать их книге, то есть Корану, и мудрости, хотя ранее они были в явном заблуждении. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, твердо выполнил то, что было на него возложено Аллахом субханаху ва тааля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нигде не допустил никакого
изъяна, никакой недоработки. Все, что Аллах Субханаху ва Тааля на него возложил, все он полноценно донес. И более того, он призвал людей, которые совершали вместе с ним хадж, когда он с ним выступил, перед ними выступил с хутбой, и эту хутбу называют прощальная хутба, хутбатуль вада, да, где он сказал: «О люди, донес ли я до вас истину, донес ли я до вас в полной мере религию?» И тогда люди сказали: «Да, о посланник Аллаха, ты донес в полной мере до нас религию». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллахумма фашхад, о Аллах, засвидетельствуй эти слова, чтобы в судный день никто не говорил, что якобы он не слышал, он не знал, до него не донесли, ему не объяснили» и так далее. И вот здесь вот начинается главная часть нашего урока. То, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был избранным пророком, избранным посланником среди людей. Но вместе с этим Аллах Субханаху ва Тааля не оставил его одного. Аллах Субханаху ва Тааля не оставил его одного бороться как бы со всем вот этим вот нечестием, со всем вот этим вот заблуждением. Аллах Субханаху ва Тааля избрал для него помощников, самых наилучших людей, которые были за весь период существования всего человечества, после посланников и после пророков, конечно же. И поэтому вот даже вот в нашей жизни, да, вот Аллах Субханаху ва Тааля весь этот мир создал и управляет этими правилами, то что люди, его создания, они сами по себе ничего не могут сделать. Один, даже вот в народе говорится, да, один в поле не воин. Одному человеку тяжело что-то сделать. Человек, который один строит дом, он очень долго будет строить дом, да? А если у него будут помощники, если у него будет строительная бригада, если у него будут его единомышленники, то какое бы дело ни было бы, оно будет намного эффективнее. И поэтому это мудрость Аллаха Субханаху ва Тааля, который Он создал в этом мире все человечество. И поэтому, каким бы, даже вот мы простые люди, каким бы умным, каким бы хорошим, каким бы знающим, каким бы образованным не был, один ты не сможешь получить тот самый наибольший, наиполезнейший коэффициент. Ты не сможешь достигнуть наилучшего успеха. Но когда у тебя есть команда, в какой бы ты сфере ни работал, это не только касается религиозной сферы, да? Любой сферы, автомобильстроение, ремонт, даже врачевание, лечение там и так далее, да? Везде нужны люди, которые будут тебе помогать, которые будут работать слаженно, которые будут выполнять свою функцию полным, наилучшим образом. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля не оставил и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, одного. И он для него избрал самых наилучших людей, самых благородных людей. И вот если читать сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в трудные минуты, когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, было сложно, сахабы, сподвижники совершали такие действия, которые мы даже, как сказать, тяжело нам представить, мог ли бы обычный человек так поступить, мог ли бы человек так сделать, да, и пытались своим имуществом, своим телом, своей кровью защитить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, от любого зла, от любой опасности. И вот это вот является самым, как сказать, на сегодняшний день нашей темой, это когда мы говорим про сподвижников. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит в общем про людей, в общем говорит про мусульман, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Аль-Имран, 110 аят: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Вы были самой наилучшей общиной, которые появились на благо человечества. И среди этих людей, кто эта община? Кто эти люди, о которых Аллах Субханаху ва Тааля отзывается самым благоприятным образом? Кого Он восхваляет? Это представители, мусульмане, которые жили намного поздние века? Нет, конечно же. В первых рядах, в самых наилучших местах этой общины, конечно же, находятся сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и они наиболее достойные, чтобы про них говорили, это самые наилучшие люди, которые были созданы, которые были выведены на
благо всего человечества. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда упоминает про эти поколения и в первую очередь про свое поколение, про поколение сподвижников, он в знаменитом хадисе говорит, да, «Хайрун наси карни, thumma алладина ялунахум, thumma алладина ялунахум». Самые наилучшие люди из всех существующих, да, это люди, жившие в мой век, в мое время. А затем те, которые жили после, в следующий век, а затем, которые жили в третий век, то есть еще позднее, да, люди, которые жили в третий век. И поэтому вот даже когда изучаешь жизнеописание сподвижников, жизнеописание табиинов, это поколение, которое пришло после сподвижников, которые являлись учениками сподвижников, и табиины, да, и ученики самих табиинов, да. Вот если изучать, вот это вот самые эталонные времена благочестия, самые эталонные времена богобоязненности, самые эталонные времена вообще распространения знаний. И поэтому даже вот если сравнивать с таких больших ученых, у которых, как сказать, когда мы говорим про них, сразу у людей как бы включается лампочка, например, да, и вспоминают то, что это был не простой ученый, это был великий ученый, да, то это 90% из этих имен, из этих людей, это будут те, которые жили в эти 3 века. И даже великие имамы, как имам Абу Ханифа, имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи'и, имам Малик, имам Ахмад, это представители тех самых веков. Табиины, да, Аз-Зухри, Абдуллах ибн Мубарак, да, Абу Аюб ас-Сахтияни и так далее, и так далее. Это все они жили именно вот в эти благодатные времена. И поэтому и в хадисах говорится, да, каждый раз, время от времени, каждый раз будет наступать все более худшие и более худшие времена до самого судного дня. И поэтому, если, вот, как бы сказать, сравнивать состояние людей, да, состояние их веры и вообще их богобоязненности, то, конечно же, к сожалению, вот чем ближе мы к судному дню, тем больше по накатанной мы идем именно к саморазложению, да? Мы идем к низости, потому что даже вот если сравнивать в обществе, да, вот тренды, которые сейчас существуют даже в одежде среди молодежи, да, если раньше, например, та же самая юбка, да, то, что она должна была быть определенной длины, все, что выше, это считалось позором, стыдом там, и так далее, да, то на сегодняшний день вообще, то есть летом страшно выходить на улицу, потому что от юбки там, можно сказать, ничего и не осталось, да, вот. И из года в год, время от времени, все это становится все хуже и хуже. И Аллах согласен, пусть Аллах Субханаху Тааля убережет от этого. Я боюсь, что настанут времена, когда будет трендом вообще ходить полностью оголенным, да, пусть Аллах убережет нас от такой напасти. И хадисы, которые говорят о достоинствах сподвижников, они на самом деле многочисленны. И есть аяты, в которых Аллах Субханаху Тааля говорит о сподвижниках. Но тут нужно, если человек задаст вопрос, сподвижники, так почему же любовь к ним, уважение их, да, выполнение обязанностей является частью религии? Ведь они не были ни посланниками, ведь они не были ни пророками. А мы знаем то, что Аллах Субханаху Тааля защитил от ошибок, защитил от совершения грехов лишь пророков и посланников и простил все им грехи. А сподвижники же не были пророками и посланниками. И тут ученые говорят, то, что достоинство сподвижников для всех нас в первую очередь выражается в том, то, что это те люди, которые передали нам Коран. Это те люди, которые передали нам религию. Это те люди, которые в точности, прямо до точек, до слов, да, передали нам изречение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому вот на сегодняшний день мы совершаем намаз, мы берем тахарат, мы постимся, иншаллах, скоро наступит месяц Рамазан, мы будем поститься месяц Рамазан. У кого есть возможность, тот выплачивает закат. Тот, кто имеет здоровье и имеет достаток, он совершает хадж. Откуда мы про это узнали? Как мы это изучили? Это написано в Коране, в
книге Аллаха Субханаху ва Тааля, вот эти вот тончайшие подробности, это мы все знаем из действий посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из его молчаливого согласия. А кто нам это передал? Кто нам это сообщил? И вот здесь вот ученые говорят, то, что вот здесь достоинство сподвижников становится очевидным для всех нас. Потому что они не извратили, потому что они не солгали, потому что они передали нам в точности так, как они слышали от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И ничего не изменив, ничего не исправив, полностью до нас донесли. И ученые, когда изучают хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорят то, что как этот хадис дошел до нас, то есть каким образом они выявляли то, что этот хадис действительно говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и другой хадис, это не говорил посланник Аллаха, это вымышленный, выдуманный хадис, его придумали лжецы и так далее. Каким образом они это выявляли? Они это выявляли путем изучения цепочки передатчиков хадисов. Такой-то человек услышал от такого-то, такой-то услышал от такого-то. А этот кто? Как его звали? Кем он был? Как он жил? Да? Был ли он праведником при жизни? И вот каждого вот этого вот передатчика изучают его жизнь, его праведность, его богобоязненность. Был ли он хотя бы раз замечен за ложью, хотя бы даже в шутку? И вот это вот все проверяли, вот это вот все изучали, но когда они доходили до сподвижников, то здесь останавливались. Потому что ученые Ахлю Сунна валь Джамаа и, можно сказать, практически все представители ислама говорят, то, что сподвижники, они являются доверенными людьми. Они являются справедливыми людьми. И невозможно представить, чтобы эти люди могли хоть что-то, какую-то букву привнести от себя. И сказать то, что, то есть оболгать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, невозможно представить. И поэтому, к какому бы вы ученому не обратились, какому бы имаму, труд какого бы имама вы не прочли, везде вы увидите то, что когда они доходят до сподвижников, то говорят все. Ас-сахабату удуль, да? Они являются праведниками, они являются справедливыми, они являются доверенными. И их добропорядочности, да, их честности мы ни в коем случае не сомневаемся. И таким образом, когда вот изучая хадис доходили до сподвижников, все, на этом останавливались и уже дальше уже делали заключение, да, достоверный ли этот хадис или же не достоверный. И Аллах Субханаху ва Тааля отозвался о сподвижниках в Коране во многих местах, восхваляя их. То есть откуда это пришло понимание, то, что все сподвижники являются праведниками. Все они являются справедливыми, доверенными. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране во многих аятах восхваляет и говорит то, что Он доволен ими. А если Аллах кем-то доволен, значит этот человек является из обитателей рая. Значит, он обладает самыми наилучшими качествами. Значит, такие низкие качества, такие греховные качества, значит, не присущи у этого человека, которым доволен Аллах Субханаху ва Тааля. И поэтому, вот изучая эти аяты, изучая хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделали общий вывод: сподвижники неприкосновенные, сподвижники доверенные, сподвижники праведники. И поэтому не копаются ни в чем, ни в каких недостатках из сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И другая причина, почему это является частью, почему изучение сподвижников, почему выполнение обязанностей по отношению к сподвижникам являются частью религии, это потому что они и есть те люди, которые довели религию до последующих поколений, полностью объяснили. И вот даже откройте самые простые, известные сборники хадисов, тот же самый Сахих аль-Бухари. Вы там найдете хадис, когда Усман ибн Аффан, третий праведный халиф, будет говорить людям: «О люди, хотите ли вы, чтобы я вам показал, как совершал тахарат посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям?»
И, конечно же, все хотят это увидеть, да? Все хотят увидеть, как современник посланника Аллаха, как его ближайший друг, как его один из самых близких сподвижников, дважды его зять, как он покажет, как поступал посланник Аллаха, саллиллаху, во время тахарата. Конечно же, все хотят это увидеть. И он таким образом показывал людям на своем примере, как посланник Аллаха, саллиллаху, выполнял тахарат. Абдуллах ибн Мас'уд, другой сподвижник, будучи в Мекке, сказал, обратившись к людям: хотите ли вы, чтобы я вам совершил и показал молитву посланника Аллаха? То есть намаз от начала, от такбира до самого конца. И таким образом обучил людей совершению намаза так, как он это увидел от посланника Аллаха. И поэтому, какие бы обряды не были, какие бы гибадаты не были, все это нам передали и показали сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И, конечно же, этому их призывал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал в одном хадисе: да порадует Аллах того человека, который услышал от нас хадис, запомнил его и донес, передал людям так, как он это услышал. Смотрите, да? Обрадует Аллах того человека, который услышал от нас хадис, запомнил его и довел до остальных, до других, так, как он это услышал. И вот здесь вот посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, побудил всех сподвижников, и особенно тех, которые обладали хорошим умом, твердой памятью, да, обладали большими знаниями, чтобы они и людям дальше распространяли. И поэтому, если во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, основная часть сподвижников была сосредоточена в Медине, лишь малая часть, вот, например, как Муаз ибн Джабаль, которого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправил в Йемен, лишь малая часть покидала Йемен. Но как только умер посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, они начали расселяться, они начали расходиться. То есть выходили из Медины и поселялись в дальних городах для того, чтобы обучать людей исламу, обучать людей религии, то есть распространять знания. И поэтому вот именно после смерти посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то есть начали они распространяться. И, например, Абдуллах ибн Мас'уд поселился в Куфе, в Ираке, да? Абдуллах ибн Аббас поселился в Мекке, и другие сподвижники, то есть расселились по большим местностям, по дальним местностям, и каждый из них начал выполнять ту обязанность, ту просьбу, которую посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, просил, это доносить до людей, обучать их истине, которую они услышали от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И можно отметить, да, вот среди сподвижников некоторые из них отличались тем, что они заучили множество хадисов. То есть некоторые передали мало хадисов, не так много, да, но среди них есть сподвижники, которые передали людям более 1000 хадисов, более 2000 хадисов. И даже вот вот в книгах, да, по хадису ведению пишется, что существует всего 7 сподвижников, которые передали наиболее большое количество хадисов. И среди этих сподвижников, на первом месте, это Абу Хурайра, который передал более 7000 хадисов. И, альхамдулилля, смотрите, какая милость Аллаха, что какую бы мы книгу ни взяли, какую бы, допустим, исламскую книгу, допустим, или сборник хадисов мы не открыли, везде передают со слов Абу Хурайры: да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал так, поступил так, пошел туда, совершил это. Представьте, да, каждый раз, когда вы читаете, вы проводите глазами, передают со слов Абу Хурайры: да будет доволен им Аллах. А вот представьте, да, сколько людей, начиная со смерти сподвижников и заканчивая до самого судного дня, сколько людей будут читать эти знания и сколько людей будут делать дуа за Абу Хурайру. Это очень великая награда Аллаха субхану ва тааля, что каждый из них будет делать дуа и просить у Аллаха, чтобы Аллах был доволен Абу Хурайрой. И поэтому это на самом деле очень большое и великое благо. И также ученые сказали, да, если сподвижники донесли до нас религию и поддержали религию, то получается, если человек хает сподвижника,
он таким косвенным образом, скрытым образом, он хает и религию. Если человек называет сподвижника каким-то непотребным словом или образом, то он, получается, он хает ту часть религии, которой обучил нас этот сподвижник, которую донес до всех людей. И поэтому вот здесь вот появляется опасность хотя бы даже маленьким словом, то есть отнестись неуважительно к сподвижнику. Потому что ты можешь таким образом задев его честь, можешь задеть те знания, ту часть религии, которую он довел. И поэтому один из ученых, Абу Зур'a ар-Рази, да будет доволен им Аллах, сказал: если вы увидите человека, который поносит честь сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, знайте же, он еретик. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, его жизнь, его пришествие, то есть то, что он доносил до нас, это является истиной. Коран — это является истиной. И люди, которые поносят сподвижников, они, говорят, скрытым образом хотят поносить и Коран, и хотят поносить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, но они не могут этого открыто сделать. Потому что иначе как бы их все сразу поймут, кто он на самом деле такой, да, и сразу же поймут его положение. Однако они скрытно, они заходят с черного входа, да, и получается, хаят и каким-либо образом пытаются вселить сомнение в добропорядочности сподвижника, в его памяти, в его справедливости, да, в его богобоязненности, вот пытаясь внести сомнения относительно вот всего вот этого, он таким образом пытается внести сомнения и в саму религию, и в саму книгу Аллаха, и в самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, если бы сподвижники не были бы справедливыми, если бы они не были бы доверенными, то религия, можно сказать, до нас не дошла бы. Она изменилась бы миллион раз, да? Внесли бы столько всяких нововведений, столько всяких исправлений, то, что в итоге, Аллах сакласын, это была бы очень большой катастрофой для всех нас. И поэтому Аллах субхану ва тааля сделал справедливыми и доверенными удуль, как говорится по-арабски, сподвижников, и тем самым обезопасил свою религию. Также Аллах субхану ва тааля, когда говорит о богобоязненности сподвижников, когда он их хвалит, когда он их, то есть называет словами то, что, когда он выражает свое довольство сподвижниками, да, он это выражает во многих аятах. И среди которых самый знаменитый, да, это сура Тауба, 100-й аят. Аллах субхану ва тааля говорит: «Вассабикуна ал-аувалуна минал мухаджирина вал ансар, валладина аттабаухум би ихсан, радияллаху анхум ва раду анх». Первые, опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ним самым благим образом, Аллах доволен ими, и они стали довольными Аллахом. И вот здесь вот нужно упомянуть, да, хотя это нужно было, конечно, в начале урока сказать, вообще понятие сподвижник, сахаба. Кто такой сподвижник? Это тот человек, который увидел посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который уверовал в него и умер, будучи мусульманином. Три вещи. Увидел посланника Аллаха, уверовал в него, засвидетельствовал, что он посланник, и умер, будучи мусульманином. И сподвижники делятся на две большие известные категории, группы. Это мухаджиры, переселенцы из Мекки в Медину, и ансары, которые жили в Мекке, уверовали в посланника Аллаха и приняли к себе переселенцев из Мекки, и таким образом продолжили жить вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это две основные категории. Были и другие сподвижники, которые жили в других арабских племенах, да, которые бывали лишь, то есть не часто приходили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах здесь, в этом аяте, сура Тауба, 100-й аят, говорит: те первые, которые опередили всех нас, опередили верой, опередили тем, то, что они подчинились посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из числа мухаджиров и ансаров. Самый явный открытый текст. То есть, если даже придет человек и будет говорить: нет, здесь не про сподвижников говорится, а про кого тогда может говориться? Кто у нас еще является мухаджиром и ансаром, кроме вот этих вот людей? Кто у нас может называться ансаром, кто у нас может называться мухаджиром,
в Коране, который был ниспослан более 1400 лет назад. И поэтому вот здесь вот иногда некоторые люди включают такие уловки и говорят: нет, здесь речь не об Абу Бакре, не о Умаре, не о Усмане, а о других людях, о других каких-то там этих, да? А кто же тогда является мухаджиром и ансаром, если это не Абу Бакр, и не Умар, не Усман, и не Али? И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля здесь, в этом аяте сказал: Аллах доволен ими. Значит, первое, то, что Аллах Субханаху ва Тааля довольствуется ими. И также Аллах Субханаху ва Тааля в суре Фатх, 18 аят, говорит: «Лакад радияллаху анил му'минина из юбаи'унака тахта шаджара». И твой Господь, Аллах, стал довольным верующими, которые присягают тебе под деревом. И причина неспосылания этого аята заключается в следующем: то, что в 6 году по хиджре, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с подвижниками, их было примерно 1400-1500 человек, решили совершить умру. И когда вышли из Медины и были обезоружены, были полностью в белых облачениях, и когда приблизились уже к Мекке, и там есть местность, когда до Мекки остается километров 20, наверное, называется Худайбия. На сегодняшний день это не Худайбия уже называется, по-другому, Шаммасия, по-моему. Вот паломники, которые заезжают со стороны Джидды в Мекку, вот они последний милицейский пост, когда проходят, вот это именно и есть та местность, где произошел договор Худайбия. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в эту местность и стал ожидать, и отправил гонца Усмана ибн Аффана, своего зятя, в Мекку, чтобы он как бы договорился и сказал, то, что мы прибыли без оружия, мы прибыли, не хотим воевать, мы хотим выполнить умру. Да? И отправил договариваться Усмана ибн Аффана. Усмана задержали. Усман пробыл в Мекке 3 дня, и тогда среди мусульман начали распространяться слухи, то, что Усмана вероломно убили. То есть убили гонца, убили посланника, да? И таким образом нужно что-то готовиться, потому что как бы и сейчас к нам тоже выйдут. Да? И тогда Аллах Субханаху ва Тааля приказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, взять присягу у всех присутствующих сподвижников вот в этой местности, когда они были облачены в одеяние ихрама. И каждый из них дал присягу, то, что он будет защищать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже если ценой своей жизни. И эта присяга в Коране упоминается как присяга довольства. Бай'атур ридван. То есть Аллах Субханаху ва Тааля доволен этой самой присягой. И эта присяга проходила под деревом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был под деревом, и к нему подходили сподвижники, то есть сжимали ему руку и говорили слова верности. И по-другому ее называют присяга под деревом. И вот Аллах Субханаху ва Тааля суру Фатх, которая по-другому называется победа, вот в таком вот положении, да, то есть у них нет оружия, они малочисленны, да, и распространился слух, то, что даже гонца посланника Аллаха убили. И в таком вот положении Аллах Субханаху ва Тааля успокоил их и сказал то, что Он даровал им победу. То есть победа будет, победа придет, да, Мекка откроется, и мушрики, как бы их не станет, да, Аллах Субханаху ва Тааля их уже в этом месте обрадовал вот сурой Фатх. Поэтому, иншаллах, когда вернетесь домой, почитайте суру Фатх. На самом деле, вся сура, она интересна, вся сура, она говорит о том, как Аллах Субханаху ва Тааля даровал победу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ну и в итоге, как бы, если вы читали историю жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в итоге оказалось то, что Усмана не убили, и пришли 2 гонцов со стороны мекканских мушриков, которые заключили мирный договор с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то, что на протяжении 10 лет они не будут нападать друг на друга, да, и то, что будут возвращать беглецов, которые прибыли к другой стороне, да. В общем, есть определенные моменты и очень интересная история, которая произошла с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, с Умар ибн аль-Хаттабом, да, когда Умар ибн аль-Хаттаб отказался подчиняться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и недоумевал, почему посланник Аллаха идет впопятую, да, почему он, как сказать, сдает свои позиции, да. Вот, кстати, тоже актуальный хадис, иншаллах, как-нибудь в дальнейших уроках мы об этом будем говорить, потому что на сегодняшний день есть определенные моменты, когда мы, как мусульмане, должны руководствоваться вот подобными хадисами, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершал поступки, которые на первый взгляд казались проигрышем, казались какой-то, допустим, сдачей,
казались каким-то поникшим состоянием для сподвижников. Однако в этом всем была божественная мудрость, и это Аллах Субханаху Тааля приказывал посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, совершать эти действия, среди которых, когда писали договор, сначала писарь, посланник Аллаха, это Али, он записал договор между Мухаммадом, посланником Аллаха, и представитель мекканских мушриков говорит: если бы, говорит, мы знали, что ты посланник Аллаха, мы бы с тобой не сражались бы, говорит. Поэтому пиши Мухаммад ибн Абдулла. Вот в таком вот виде мы тебя знаем, мы тебя можем с тобой заключать договор. И тогда посланник Аллаха сказал Али: стери, говорит, эти слова. И тогда Али говорит: как я, говорит, стеру слова истины? Как я могу стереть, зачеркнуть слова истины, то, что Мухаммад посланник Аллаха? Я не могу этого сделать. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, был неграмотным, он не умел читать и не писать, и он спросил у Али: покажи мне, где эти слова. И он показал, и посланник Аллаха сам своими собственными руками стер слова, на которых было написано Мухаммад, посланник Аллаха. Далее идем. Аллах Субханаху ва Тааля, также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одном длинном хадисе, который хадис называется хадис про Хатиба ибн Аби Балтаа, эта история, она нуждается прямо в целой лекции, чтобы о ней рассказывать, да. И в последней части этого хадиса, этого происшествия, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про людей, которые участвовали, про сподвижников, которые участвовали в битве при Бадре. В битве при Бадре. И он сказал: откуда ты знаешь? Ведь, возможно, Аллах Субханаху ва Тааля посмотрел на сподвижников, на участников битвы при Бадре и сказал: делайте, что хотите, поистине я уже вам всем простил. Я уже вам всем простил. И поэтому, если время останется, мы в дальнейшем будем говорить, потому что сподвижники в целом своем, да, они являются самыми наилучшими людьми, люди, которыми доволен Аллах. Но и среди них тоже есть степени. И вот участники битвы при Бадре – это одна из высших степеней среди сподвижников, которых Аллах Субханаху ва Тааля обрадовал тем, что им не будут записываться грехи, чтобы они не совершили до самой смерти. До самой смерти им ничего не будет записано. Также Аллах Субханаху ва Тааля, более того, Аллах Субханаху ва Тааля хвалит сподвижников не только в Коране. Аллах Субханаху ва Тааля восхвалял сподвижников в Торе, в Таурате. Это священная книга, которая была ниспослана пророку Мусе. Аллах Субханаху ва Тааля восхвалял сподвижников в Инджиле, в Библии, в книге, которая была дарована Исе ибн Марьям. И вот представьте, сподвижников еще не было, даже родителей, предков не было. Да? А Аллах Субханаху ва Тааля уже их хвалит, восхваляет в этих священных писаниях. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Фатих в конце, это последний аят этой суры, говорит: Мухаммаdur Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха. Валладина ма'аху ашиддау аля аль-куффари рухама'ун байнахум. И те, которые вместе с ним, те, которые вместе с Мухаммадом, с посланником Аллаха, кто эти люди? Это сподвижники, так ведь? Они сильны для неверующих и милосердны, милостивы между собой. И ты их видишь в руку, в суджуд, и они ищут довольство Аллаха и его милости. И у них на лице увидишь сияние, да, на лице их увидишь сияние, то есть и признаком их являются следы на лицах от суджудов. И также Аллах Субханаху ва Тааля говорит, и продолжает в этом аяте: так они представлены и в Торе, в Таурате, а в Инджиле они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, то есть Аллах укрепил этот росток, и тот стал толстым и выпрямился в своем стебле, восхищая сеятелей. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. И Аллах заповедовал тем из них, которые уверовали и совершали праведные дела, свое прощение и великую награду. И вот это последний аят суры Фатих,
да, и если прочитаете то, что Аллах Субхану ва Тааля сначала показывает, как Он их описал в Таурате, да, то, что это те, которые следы от суджудов, на лице их можно увидеть, да, сияние, нур, и то, что они совершают множество земных и поясных поклонов, и то, что они милосердны между собой и сильны по отношению к другим, да, жесткие по отношению к другим, это все, говорит, описывается в Таурате. А в Инджиле, вот пример, да, который Аллах привел, это посев, это земля, это то, что укрепляет сам стебель. И, видимо, стебель – это посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что он обрел силу, укрепился, стал высоким, да, и вот то, что рядом, они дали поддержку посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И вот этот вот пример Аллах Субхану ва Тааля привел в Инджиле, И поэтому милость Аллаха Субхану ва Тааля, то, что Аллах одарил их, да, вот этой хвалой, да, то, что Аллах довольствуется ими, это уже было упомянуто еще в предыдущих священных книгах, которые были ниспосланы предыдущим посланникам и пророкам. И в сура Хашр Аллах Субханаху ва Тааля также упоминает сподвижников и говорит: «Лиль-фукара иль-мухаджирина алладина ухриджу мин диярихим, ва амвалихим ябтагуна фадлян мин Аллахи ва ридвана, ва янсуруна Аллаха ва расуляху, уляйка хумус садикун». И тем беднякам из числа мухаджиров, которых вывели из их домов и оставили без их имущества, которые хотят блага, достоинства от Аллаха Субханаху ва Тааля и Его милости, и которые помогают Аллаху, защищают Аллаха и Его посланника, они являются правдивцами. То есть опять слово мухаджир, опять Аллах Субхану ва Тааля восхваляет этих сподвижников. В следующем же аяте Аллах говорит: «Валладина табауа уддара валь иман мин каблихим юхиббуна ман хаджара илейхим». А те, которые приняли веру ранее и жили в домах до переселения, перед тем, как они переселились к ним, да, и они любят тех, которые к ним переселились, да, и они не находят в своей груди стеснения относительно того, что было даровано этим людям, то есть мухаджирам, то, что было даровано, да, и они предпочитают, или же они преподносят, да, их права по отношению к своим, даже если у них самих была нужда, и тот, кто обезопасит себя от алчности своей души, то он окажется преуспевшим. И вот в 9 аяте, в следующем же аяте, Аллах Субханаху ва Тааля описывает уже ансаров. То есть сначала говорилось про мухаджиров, про переселенцев, а потом уже про ансаров. Да? То, что они приняли мухаджиров к себе. Они любили мухаджиров, которые переселились к ним. Да? Они, то есть их права ставили выше своих прав. То есть им отдавали предпочтение. Да? И они что делали? Даже если сами испытывали нужду. И тот, кто обезопасит себя от алчности собственной души, тот окажется преуспевшим. И вот этот аят очень ярко иллюстрирует то событие, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину, и все сподвижники, мухаджиры, уже были в Медине, самым первым, что сделал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, или одно из первых дел, он построил мечеть, да, и он что сделал? Он сделал братьями каждого из мухаджиров с представителем ансаров. То есть взял одного из мухаджиров и другого среди ансаров и побратал их. Сказал: вот вы братья, вы верующие, но вот вы двое, да, у вас связь намного ближе. Вы как родные братья должны быть. И Саад ибн Рабиа, это сподвижник из числа ансаров, который жил в Медине и который был самым богатым среди жителей Медины, его посланник Аллаха побратал с Абдурахманом ибн Ауфом. Это тоже мухаджир, переселенец, курайшит, который жил в Мекке. И, кстати, про него говорят, то, что в книгах пишут, то, что Абдурахман ибн Ауф, он очень имел, предпринимательская жилка у него была, да, и про него говорится то, что он сказал: когда, говорит, я беру землю в руки, я уже вижу, говорит, как из нее можно извлечь деньги. То есть настолько у него была развита вот эта вот
качество торговли, то, что он уже мог видеть, каким образом можно извлечь из нее, из клочка этой земли, прибыль. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, побратал этих двух сподвижников. Абдурахмана ибн Ауфа Мухаджира и Саад ибн Рабиа из числа Ансара. И смотрите, что сказал ему этот сподвижник Ансара. Да? Он сказал: «О, Абдурахман, говорит, у меня есть богатство, я богатый человек. Я, говорит, поделю богатство надвое, половину отдам тебе. У меня, говорит, есть две жены, да? Посмотри на них, которая тебе больше нравится, я ее разведу, и после разводного периода ты женишься на ней, и она будет твоей женой». Вот представьте, да, насколько нужно быть самоотверженным человеком перед Аллахом, чтобы сказать такие слова. И вот когда мы читаем эти слова на сегодняшний день, да, очень сложно представить, тяжело представить, ну как возможно, ну как вот так вот, да? А вот так и вот возможно. И вот из-за эти качества Аллах Субхану ва Тааля обрадовал их при жизни раем. И вот из-за эти качества Аллах Субхану ва Тааля выражал свое довольство в Коране во множестве местах. А мы своему брату мы дали бы хотя бы чуть-чуть, даже не половину, треть, четверть, 1/10 часть вообще всего того, что имеем. Отдали ли бы просто так? Да? Могли бы мы совершить такие шаги? Вот поэтому и вот здесь вот и проявляется разница, где мы и где сподвижники. И вот смотрите, вот этот ансарий, сподвижник, со своей стороны все предложил, сказал, да, выполнил всю свою братскую, получается, обязанность. А с другой стороны, Абдурахман ибн Ауф, он стоял с протянутой рукой, да, конечно, давай, вот сюда вот ложи прямо в карман, да? Так говорил, стоял, да? Нет. То есть каждая из сторон выполняла то, что ей было приказано. Абдурахман ибн Ауф что сказал? Нет, говорит, джазак Аллаху хайран, да, пусть Аллах тебе, говорит, даст благодать в твоем имуществе и в твоей семье, но покажи мне, где находится у вас здесь рынок. Где находится у вас здесь рынок, чтобы я смог что-то заработать. И таким образом он отказался и сказал: я сам все это заработаю, сам все это найду. Да? И получается, обе стороны выполнили то, что им было предписано выполнить. Да? Каждый из них придерживался своей нормы, своего адаба, своего ахляка. И в хадисах говорится то, что Абдурахман ибн Ауф в конце этого дня заработал динар. Динар – это золотая монета весом 4,25 грамма. Да? Заработал динар, представьте, 4 грамма. Да? Сегодня золото сколько стоит? 3000, по-моему, около, да? Или сколько? Или 2,5? Ну ладно, скажем, 3000, например. Да? На 4 умножьте, 12 тысяч. 12 тысяч рублей, грубо говоря, за один день к вечеру уже заработал этот сподвижник нашими деньгами, нашими реалиями. И через несколько дней, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, увидел Абдурахмана ибн Ауфа, и от него пахло благовониями, и он радостный был: что стало с тобой, о Абдурахман? Да, когда спросил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, Абдурахман сказал: я, говорит, женился у посланника Аллаха. То есть прошло очень малое количество времени, и он уже смог накопить то, что ему надо было для женитьбы, для махра, для того, чтобы вместе жить уже с семьей, да? И вот таким вот образом Аллах Субхану ва Тааля одарил этого сподвижника милостью, и через короткое время он уже женился и уже как бы и дальше уже развивался, да? Вот. И поэтому, когда вот в наше время смотришь на братьев, которые долго не могут жениться, долго там стараются там, и так далее, да, машалла, как вот сподвижники, как все это быстро проходили этот этап, да, а как вот братья иногда топчутся, как бы какие-то невидимые стены себе придумывают, да, лишь бы только как бы не не жениться, как бы оттянуть этот самый момент. Вот. И поэтому, конечно же, пример сподвижников для нас, для всех является самым наилучшим примером. Так, у нас время заканчивается. Ладно. И последнее, что я хочу сказать, да, что же мы должны выполнить относительно сподвижников? Наши главные обязанности. Самая первая обязанность наша – это наша чистота души, чистота сердца по отношению к этим сподвижникам. Какими бы они ни были, каким бы нравом они ни обладали, какой бы у них характер ни был, и что бы мы о них не читали, да, потому что, к сожалению, как бы есть книги, где описываются некоторые конфликты, что происходило между сподвижниками. И иногда человек, прочитав эти книги, может уже негативно думать про другого сподвижника.
Вот такие книги нужно читать с осторожностью, потому что зачастую это не отражает истину, это лишь отражает мысль автора, как он видел ситуацию, как он ее воссоздал в себе в уме. Понятно? И поэтому вот подобные книги, исторические книги, нужно читать с осторожностью, и нужно быть очень осторожным, чтобы у тебя в сердце появилась хоть капля, хоть малая доля ненависти, нелюбви к какому-то из подвижников. Поэтому это самое первое правило. И второе же правило, это то, чтобы мы и на языке, ладно, хорошо, у нас сердце чистое, мы любим сподвижников и так далее, но хотя бы даже на языке, даже в шутку, чтобы мы никаким образом не задевали честь сподвижников. Никаким образом. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе говорит: не ругайте моих сподвижников, да, не ругайте моих сподвижников. И клянусь тем, в чьей длани моя душа, если каждый из вас потратит гору золота с размером с Ухуд, он не достигнет даже горсти того, что совершил этот сподвижник. Понимаете? То есть запрещено категорически ругать. И не просто ругать, даже в шутку каким-либо образом задевать честь и достоинство сподвижника. Понятно? И поэтому, что бы мы ни говорили, что бы мы ни рассказывали, мы всегда, что должны делать? Всегда относиться к ним уважительно и всегда проявлять любовь и уважение даже на устах по отношению к этим сподвижникам. И вот это вот являются две самые главные обязанности нас, мусульман, по отношению к этому первому поколению мусульман, которые жили вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И напоследок, вот этим и завершу, хочу сказать то, что альхамдулилля, на сегодняшний день исламской литературы великое множество. То есть все равно, конечно, не столько много, как хотелось бы, но на сегодняшний день, не говоря уже о жизнеописании посланника Аллаха, саллиллаху, сегодня уже есть книги, которые описывают подробно жизнеописание сподвижников, праведных халифов, разных полководцев из числа сподвижников. Да? И поэтому мы, если мы, к сожалению, если не знаем арабский язык, а на арабском языке подобной литературы огромное количество, да? Если мы знаем только лишь русский язык, татарский язык там, или еще что-то, да? Мы должны стараться читать и про сподвижников то же самое. Это сейчас, альхамдулилля, дела обстоят с литературой намного лучше, чем 20 лет назад, 25 лет назад, да, когда из всех историй и про сподвижников была такая тонкая книжка, половина которой как бы была еще как бы со всякими разными там придуманными вещами. Да. Нет, на сегодняшний день, альхамдулилля, с этим дела обстоят намного лучше. Поэтому читайте, развивайтесь, узнавайте, кто же являются у вас в вашей религии самыми авторитетными людьми, которыми доволен Аллах Субхану ва Тааля. Читайте, просвещайтесь, и пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает всех нас любящими сподвижников, уважающими сподвижников, а также пусть Аллах Субхану ва Тааля отдалит всех нас от тех, которые ругают и поносят сподвижников и прочих заблуждений. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.